Ситуация в Крыму ухудшилась, и давление на крымских татар усилилось. Такое заявление сделали председатели стран-членов Совета безопасности ООН на заседании в Нью-Йорке. Заседание было инициировано Украиной. На нем рассматривался вопрос российской агрессии на Донбассе и ситуация в оккупированном Крыму. Запрет Меджлиса, доносы журналистов, аресты активистов и недопущение международных мониторинговых миссий. Все это делает Россию агрессором. Представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин не согласился с мнением международных экспертов. Он обвинил членов Совбеза в искажении фактов по Крыму и объявил полуостров территорией стабильности. Сегодня говорится, что создается мир, где все крымчане будут счастливы и рады. Да, конечно, но только не крымские татары или другие крымчане, которые выступают против оккупации. Если вы говорите, что Крым – часть Украины, а это так оно и есть, значит, вы пойдете в тюрьму. Как это возможно? В Крыму, на востоке Украины. Первый комментарий. Как вы знаете, тему Крыма в Совете безопасности мы не обсуждаем, поскольку это является внутренним делом России. Но тут особо пытались педалировать один сюжет, я его прокомментирую. Действительно, общественное объединение «Меджлис» крымско-татарского народа было запрещено в России за экстремистскую деятельность. Так что украинские коллеги и прочие селективные правозащитники, не надо читать нам нравоучений. Украинская автономная республика Крым и город Севастополь по-прежнему оккупированы Российской Федерацией. Продолжается политика репрессий против местного населения, в частности, крымских татар и украинцев. Я напоминаю, что по международному праву Россия несет ответственность в качестве оккупирующей державы. Мы настоятельно призываем Россию незамедлительно положить конец нарушениям прав человека и позволить международным структурам, занимающимся правами человека, получить беспрепятственный доступ к Крыму. Совместно с Нормандской четверкой будем и далее настаивать на полном осуществлении этих документов всеми сторонами. Будем сохранять санкции, пока Россия чинит препятствия. И будем ждать, когда Россия положит конец оккупации Крыма.